Ребят, всем привет! Ну что, середина октября, ребят, сегодня 15 число у нас, если быть точным. 15 октября, время 14:25, ребят, я на точке. Ну, как вы поняли, я приехал опять же сюда. 1,5 недели назад я здесь был, ребят, когда строил вот этот стол. Вот. Ну, в общем, начало октября это было, не помню какое число. После этого никуда не ездил. Вот. Погода испортилась. Вчера был дождь. Позавчера был первый снег, ребята, 13 число. Такой сырой, небольшой. Утром встал, все беленькое, так красиво. Вот, а вчера с дождем его прям расхерачило. Вот. Ну, вчера прям такой дождь. И погода, ребята, резко похолодало. Днем 2-3 градуса, ночью -1, 0. Ну, по прогнозу, ребят, пока погода стоит, морозов нету, таких заморозков. Ну, -2, -3, это как бы такое себе. Так, ребят, хочу посмотреть, в общем, есть ли возможность продвинуться еще туда дальше. Так как вот третий раз я сюда приехал и наблюдаю, что вот, ну там вообще никак. Именно вот с этого обрыва неплохо так получается рыбалка, а все дальше почему-то донки стоят, ну, впустую. Вот, здесь у меня была крайняя. Вот, первый раз, когда я приезжал, это еще было начало сентября, там числа 20-х, наверное. Вода была большая, и здесь было все затоплено. А сейчас воды нету. Может, получится сместиться туда. У нас листопад закончился, ребят, все. Вообще лист полностью опал, все березы стоят
Но есть там маленько так местами. Ну а так в основном все. Листа нету, ребят. Плюс-минус ураган. Был сейчас ветер. И сейчас ехал по дороге. Сушина вот упала прям рядышком. Вот я ее попилил. А сегодня прям спокойно так на реке. Классно. Ладно, сейчас схожу, посмотрю, получится, нет, если что, может кусты там подрезать, что-нибудь такое. Так, ребятки, ну что, можно пройти еще 2 закидушки. Там, правда, кочки, глина. Ну, аккуратненько, я думаю, будет лучше. Потому что вот я вот брал полностью полку, а все именно там. В прошлый раз вообще лещ там все клювал. Здесь все молчит, не знаю. У меня 6 закидушек, ребята, 6. Я их не разбираю, это как походные донки мои. Вот. Конечно, так не дело возить, но думаю, постоянно разбирать, собирать тоже такое себе. Короче, у меня, ребята, еще добавляется одна катушечку, только надо к ней подобрать. Вот, в прошлый раз старый фидера брал 3-метровый, блин, неудобно. Этот 1,80 м у меня. И, в общем, старый спиннинг, ребята, мой. Это катана. Да, старый, наверное, раньше у многих такие спиннинги были. И у меня обломался, валяется без дела. А что, как раз вершинка, ребята, сломалась. Здесь уже дубовая, я думаю, 100 грамм аккуратненько можно покидать будет. Вот, и как раз не особо-то он и высокий. Добавлю. Итого будет у меня 8 палок. Эти катушки от Наутилуса. Фидерные. Ну, конечно, под закидушки их использовать такое себе. Потому что песок, грязь убьешь, как говорится. Тем мне не жалко. Вот. Ну, пока нету. Надо будет покупать. Конкретно добавлять. Короче, эту палку тоже, наверное, будем бить под закидушку. Шимано катана. В общем, у меня как получается, ребят, на фидер, допустим, я использую какую-нибудь палочку или катушку, потом что-то меняю, и все идет потом в закидушки. Ну, в закидушки, потому что песок, грязь, ну, всякое бывает. И, ну, там все, конечно, быстро выходит из строя. Ну, короче, как-то так. 6-тысячный аргент фидер. Я думаю, 100 пойдет кидать. Добавлю еще. Ну, как минимум 1 палку можно добавить. Вот именно туда. А здесь уже ставить не буду. Как обычно, 1 поводок, ребятки, вяжу. Течения сейчас нету. 100 грамм спокойно держит на вертлюге. Ну и заброшу сейчас сразу. Потому что там, не знаю, ребят, там, возможно, там и ветки, и коряги. Может, там и рвать буду. Закину, сейчас посмотрим. Дальше поглядим. Ну, почему-то рыба именно вот там, ребят, клюет. А сейчас грех не воспользоваться, воды нету. Я думаю, будет самое то проверить. Так, ребят, ну что, пробираюсь. Ну, ночью тут немножко неудобно будет, конечно, ходить. Но это мелочи жизни. Я думаю, все-таки хочу я вот попробовать. Опа. Опа. А вот смотрите, если я вот там заканчивал, то здесь, видите, есть возможность еще добавиться. Тут галечник такой интересный.
Ну туда уже все, там кусты уже не пройдешь. Нормал. Нормалек, ребятки. Так. Да, галечник здесь он присутствует. Ой, классно сегодня. Да. Капитальный галечник прям. Ну и закидушечки наши. Все те же наутилусы. Батлер Авди. 1,80 м. Т-150, ребятки. На этом я вершинку сломал. Ну, это мотоциклом. С такими перевозками. Надо все-таки чехольчик. И будет все отлично. В следующем сезоне обязательно что-нибудь замутим. Как обычно, червь. Здесь у меня разный. И дендробена есть заводская. И копали. Сейчас огороды убирали. Короче, червячок есть, ребят, порыбачить. Позаниматься налимчиком. Погодка пока позволяет. Так, ну что, поехали. Что удобно, закидушками, что-то с такими кустами, ветками. Спокойно можно заниматься. А тут и свальчик. Все и понятно, почему ребейка здесь ходит. Свальчик здесь, потому что. Такие дела. Все, сейчас побросаем. Ну что, японец, давай, покажи класс. Удиви нас. Тут недалеко бросим. Сейчас все настроим, ребята, чтобы все было четко. Вот так вот. Чтоб все было четенько. Четенько. Ну все, готово. Посмотрим, ребят, не знаю. Скорее всего, коряги там, наверное. 15:50. Осталось-то час с копейками до темна. Уже больше 12 часов, ребятки, темноты. 15 октября, понятное дело. День укоротился. В 5 часов сейчас темно уже будет. Рассветает тоже там в 5-6. В 7 даже уже рассветает. Ну а зимой вообще забудь, что такое светло. В 9 более-менее рассветет. И вот так, знаете, как будто пасмурно так, сумерки такие какие-то. Ну и к 2 уже все, выключают свет. День короткий вообще, зимой, конечно. Но как-то оно так. Ладно, что, ставлю палатку. Сегодня раскладушечку взял. Сегодня
нормально, по красоте. Травишки приготовить, палаточку поставить. Ну и уже стемнеет. Уже потихоньку будем начинать рыбалочку. Барахлишка, барахлишка. Полностью перешел на берег, ребята. Что раскладушки, что печки, что палатки. Сейчас у меня 2 палатки, 2 печки. Все от компании «Берег». Спрашивают, где, как. Все на официальном сайте, ребята, Екатеринбург. Не знаю, Озоны, Ваубельсы. Понятно, что есть. Вот, ну, продукция мне зашла от «Берега». Все отлично. Все простенько, удобненько. Для людей, как говорится. Раскладушечку взял уже. Думаю, хорош уже на ковриках валяться. Тем более все есть. Ладно бы не было. Другой разговор. Раз. Два. Специально такая ручка здесь идет, чтобы можно было делать упор. Все. Раскладушечка готова. 1,85 м вроде, или 1,80 м, ребят. Ширина 80. Хочу 90 для себя. Немножко неудобно, когда надолго ездишь. Вот. А так, такие вот подставочки. На другой раскладушке у меня вообще пятаки большие. Это старого образца. Там у меня новые такие пятаки. Это немаловажно. Именно кто использует эво-полы. Чтобы потом всякие крышки баночные не подкладывать. Вот, хочу на 90 взять себе. 2 у меня есть. Жене, дочке. И себе надо 3. Пока у меня 2. Ну, все не сразу берется, ребят. Тоже потихоньку, помаленьку. Все дорого. Тут поднакопил, взял. Тут поднакопил, взял. Понятно, что не на один раз же берешь.
Пока дрова колол, поклевка походу на крайнюю. Не знаю. Как будто бы на эту что-то брякнуло. Может, какой-то окунь или ёрш. Давайте посмотрим. Нет никого. Показалось. Показалось мне, ребятки. Ну, кто-то клювал, да. Все, начинаю, ребятки, я заряжать. Уже на ночь. Да, кто-то тут он обдербанил маленько. Сейчас уже мощные пучки. Вот. Потому что сейчас уже стемнеет. Через 20 минут. Нашвырял часто, ребят. Места здесь не особо много. Но я и говорю, я вот туда уже не стал ставить, так как показали рыбалки, что нефиг там делать. Рыбалочка сейчас здесь была. Светлячки еще приготовить надо. Окунь, ребята. Все-таки еще клюет. Окунек. Какой светлый. Какой ты светлый, бродяга. Давай, друган. Тебе уже надо на зимовалочку вставать. На перволетку поклюешь. Да, заметно, ребята. Ну, я имею в виду по времени. Раньше стало темнеть. Каждый день что там по 10 минут добавляется. По 7, по 8, по 10. Неделя прошла, вот считай. Плюс-минус полчаса 40 минут. А раньше вон 5 нету. А уже все. 16:50. В 5 будет полностью темно. Как-то так. Пораньше надо выезжать уже. Ну, если куда-то на дальняк. Потому что, ну, я вот не люблю, ребята, знаете, вот в упор все. Я лучше лишний раз посижу. Не знаю, что-нибудь поделаю там. Лишний раз донки перезаброшу. Нежели вот там ехать и все это вот бегом, бегом, бегом. Такое себе не люблю никогда. Тогда и что-то и ломается, и рвется, и, короче, лучше спокойно все сделал, заготовил и уже спокойно рыбачишь. Как-то ну так. Так что да, уже надо выезжать к обеду. Ну, плюс-минус. Сюда у меня час дорога. Сюда. От деревни. Как бы недалеко, да? Ну, полдороги асфальтом идешь. Полдороги идешь, ну, как бы бором, лесом. Нет никаких там этих. Ну, сейчас после дождя, конечно, там, да, лужи появились. Просто у меня в планах на дальняк сгонять. На мотоцикле. В Верховье именно. Вот я вот все думаю, как, что.
И знаете, вот, как многие, Андрюх, вот тебе не скучно, не страшно. Вот сейчас, ребята, вообще, я как дома, вот честное слово. А переживания, знаете, когда идут, когда я собираюсь, то бишь, когда я планирую дома, ага, там, а там же ручей, а там же то, и вот как бы там вот немножко мне как-то боязно, знаете, немножко так волнительно. А когда уже заезжаешь в лес, все уже, там уже переобуваешься и как бы только вперед, как бы никакого опасения, уже как по накатанной, короче. А страшно мне дома, ребят. Так что многие спрашивают, боишься ты, не боишься? Боюсь, ребят, но только дома. Так получается. Дровишки огонь. Хороший смолячок упал. Но это вот как раз на днях был ветер сильный. Вообще такой ветер был, ужас. И, видать, повалило. И рядом с дорожкой я еду сюда и смотрю, валяется. Думаю, о, мы ее и заберем. Ну как заберем? Я пол дерева забрал. Пол дерева еще есть. Так, все, ребят. Начинаем КВН, как говорится. Все, телефон. Тоже многие говорят, Андрюх, почему часы такие не носишь? Кстати, есть, ребят, хорошие часики у меня. Ну, блин, что-то я не могу. У меня браслет здесь, да, как бы, я к нему привык. Но что-то постоянно там-сям как-то, не знаю, часы не мое. Ну, именно на руке. Посидим сейчас, что, дождемся темноты. Еще сходим, перезабросим. И будем ждать поклевку. Интересно, будет что-то, не будет. Так, ребята, стемнело. Поставлю светлячки. Все, вот пишут мне, Андрюха, возьми вот эти на батарейках, которые 4, 6. Уже ссылки скинули. Короче, не знаю, ребят. Надо заказать, на самом деле. Сейчас приготовлю. Кстати, писали, что нагревать надо зажигалкой. Они потом ярче горят. Сейчас мы нагреем. Опа, сюда. Моментально. Ну да, смотрите, ребят. Сразу, как ярко. Фига. Прикольно. Прикольно, да. Сразу ярко начал. Но горелка, конечно, не стоит. Горелочкой не стоит, ребят. Горелочкой сожгем нафиг. Зажигалочкой очень аккуратненько сделаем.
О, ребят, что нагревать, что не нагревай, вон они постояли. Холодно они уже. Даже не толком-то и не светят. Так-то если разобраться. Да, на реке заморозок. Иней. О. Видите, ребят. Значит, 0 градусов. -1. Ну, где-то в этом районе. Приходится по кочкам бегать немножко. Ну, что потом поделать. Ну, короче, ни хрена. Да, изморозь прям хорошая. Ну, червей надо ближе к костру. Иначе замерзнут ночью. Да, там возле костра по-другому ощущается температура. Здесь на реке все-таки уже 0. То -1. Ну вот видите, катушки дождь идет. Потом все замерзает. Все в этом духе. Молчит вроде все. Одно радует, ребят, нет снега, дождя. Красота вообще. Костер, кстати, называется колодец. В общем, когда вот ставишь чурку, 2 чурки так, потом наискосок, потом еще сверху, и можно собрать его высокий, и тепло от него идет классное такое. Есть шалашики, есть снадья. Кстати, вот желание такого у меня бешеное, ребят, есть с надьей переночевать. Сушинку хорошую найти, сделать и просто вот так, знаете, заночевать без палатки. Как-то ну так. Блин, вообще, ребят, тишина, просто тишина. Вообще не клюет. В прошлый раз вот здесь ночевал, вот 1,5 недели назад, да, получается, и здесь было полнолуние такое, что, ну, это всех понятно, рыба не клюет. Я еще салата взял такого с рыбного. Блин, поклевок было море. А здесь вот самый пик сейчас, на выход на Лима. И нифига. 21:17. Ладно, занимаемся ужином.
костре, наверное, не буду жарить. Плитку поставлю здесь рядышком. Костер слишком большой. Неудобно будет. Так, ребята, что, пришло дело перекусить, как говорится. Сейчас перекусим. Сегодня у меня так по-простому, по-босяцкому, как говорится. Котлетки 3 штучки уже разморозили, смотрю, замороженные были. Походная сковородочка. А на костре сейчас поджарю. Вот так вот. И картошечка вареная присутствует. Маленькая, малоненькая, на салатик делали дома. Остатки забрал. Сейчас сковородочку на огонь. Сейчас сделаем там такое более-менее место удобное. И будем жарить. Поджарим котлетки. И туда потом картошечку. И все нормально будет. Так, ну что, хлебушек, кусочек, 3 котлетки запечатал, ребят. То бишь есть пожарить с 2 сторон, а есть с 4 сторон. И это я называю запечатать. А рыбу или котлету, ну и картошечка обжаренная. Вот так вот. Вот наш скромный ужин. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом
этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки, и на лимне клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки, и на лимне клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Так, ребят, ну что, 12 часов. Перезаброс. Ну, бессмысленно, я так понимаю. Сегодня просто рыбка нет, никак не хочет расклевываться. Ни на лим, ни лещ. Ладно, перезаброшу. Пойду в палатку отдыхать. Я так понимаю, понту нету стоять. Опа. Перезаброшу и будем отдыхать. Печку растопил. Палатка нагревается. Такие дела. На всякий случай.
Ну все, ребят, ноги помыл, горизонт, красота вообще. Раскладушечки-то поприятнее будут, конечно. И опять же вот экран, ребят, на печке. Вот я спокойно прикасаюсь. И ничего, как бы нормально, вот руку держу спокойно. А если вот так экранов бы не было, прикоснуться сейчас к печке, ну просто нереально бы было. Сразу и спальнику хана. И не только. Так что экраны, ребят, ты печки. Многие пишут: Андрюх, что не стелишь? Трава снизу. Ну или там вот без полов, без ковриков. Там, ребят, тоже снизу экран идет встроенный уже. Вот. Там вообще температуры особо-то нет такой. Ну, рука терпит. Плюс еще высота. Ну, там все холодно. Так-то, если разобраться, печка нормально работает. Ох. Ладно, все. Отбой. Сейчас пока поваляюсь, потом в спальник залезу. Натопил, что-то жарко стало. Сейчас немножко подстынет. Ну, у меня вентиляция постоянно работает. Такие дела. Все, ребятки, давайте. Ой. Да, не клево сегодня. Ну ладно, что поделать. Ugh. Доброе утро. За бортом что-то лес ходуном ходит, ребята. Я даже слышал, как сушина упала. Да, ветерок. Ну, в палатке, ребята, кайф. Обожаю просто спать в палатке. Это вообще, не знаю, настолько привык, что для меня это прям сейчас, ну, не знаю. Ладно, вставать надо, что, потихоньку. Потихоньку, помаленьку раскачиваться, завтракать. Посмотреть, что там на донках. Может, что попалось. Хотя навряд ли. Ох, мне охота вылазить даже со спальника.
Все же как удобно со столом. Что-то приготовить. Что-то разогреть. Что-то повязать, снасти какие-то. Что такое? Так. Все с вами понятно, товарищ майор. Вот теперь, ребята, доброе. Чаечек. Термос закончился, выпил. Ну, обычно, когда на пару дней там или что-то еще термос заканчивается, кипятишь котелок и потом заправляешь. В общем, постоянно на заливке. Летом чай не особо востребован. А вот осенью, весной, зимой без чайка как-то так. Блинчики, ребятки. С мясом. Так, ребят, ну что, сматываю закидушки. Смотрите, как стояли черви. Ну, так образно, так и стоят. Обычно мелочь уже это обгладывает все. Охренеть, конечно, дела. Ну, что-то об этом говорит. Не просто так вся эта канитель. Так. Ну, потихоньку пройдусь, не знаю. Да навряд ли что будет. Ну, как будто кто-то звенел им или сквозь сон, или, я знаю, показалось мне. Ну, рыбка что-то бастует. Вон, черви на месте. Всю ночь простояли, ребята. Такие дела. Так.
водичку изначально разберем, чтобы остывала. Ух ты, горячая, блин. Опа. Трубу на улицу. Остывать. Вот как-то так, ребята, такой процесс. Кранчики можно закрыть. Они свое отработали. И поехали на улицу. Поехали на улицу. Опачки. Вот так вот. Так, ребятки, ну что, все, собрался, погрузил уже весь шмурдяк, техника на прогреве. Что могу сказать, ребят, все сами видели, червей даже не поело, но от минуса мы ушли. Я думал, что вообще в ноль, мы же поймали окуня с вечера, точно. Блин, ну самому интересно, вот как-то, ну так, видите, ребят. Сегодня густо, завтра пусто, ну это рыбалка, нулевой результат, это тоже результат, я считаю. И такие ролики нужно показывать, потому что меня смотрят и с моей деревни, и с моего региона. Людям тоже интересно, как все происходит и так далее. Я считаю, что все, водичка конкретно уже остыла, середина октября, ребят. Сейчас, скорее всего, она больше идет на пляж, на меляки, нежели стоит в ямах, что-то типа такого. Вот, ну с этим местечком прощаюсь. Погостил в этом году даже 3 раза, это уже много. От меня небольшой бонус в виде мебели. Ребят, кто будет смотреть, местные, ну не жгите. Ну, блин, я понимаю, как бы подпалить это весело, но на самом деле, когда приезжаешь или приходишь, можно посидеть, попить чайку, это же дорогого стоит. А так кайф, ребят, я скажу кайф вообще. Побалдел, вообще не напряжненько, спокойненько, в своей атмосфере, насладился природой в очередной раз, потому что скоро, ребята, это все засыпет снегом, и такого кайфа ты получишь только на следующий год. Все, ребят, берегите природу, давайте на связи. Мы еще будем бодаться, будем встречать снега, будем встречать лед, ну, будем, ребят, пробовать искать налима. Давайте, я погнал.